Вичауланнет. Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые взрослые! Наша очередная встреча в этнографическом уголке проходит в канун праздника. Завтра, 4 ноября, на российском календаре праздник День народного единства. В современной России этот праздник довольно молодой. Его отмечают с 2005 года. А корнями праздник уходит в далекое прошлое. В 1613 году русский царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских захватчиков. Народному ополчению во главе Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским удалось не только освободить Москву, но и тем самым спасти нашу Родину от разграбления и от развала. Сегодня Россия – это огромное многонациональное государство, в котором проживает более 190 народов. Все народы разные, у всех разные традиции, обычаи, у каждого народа свой язык. Есть и внешние отличия у народов, но всех нас объединяет одно – все мы россияне, граждане большого государства. С праздником всех наступающим! И пусть будет мир, согласие и единение в нашем большом доме Россия. А сейчас я перехожу к нашей традиционной рубрике «Традиции детям». В канун праздника хотелось вам показать что-то красивое, нарядное. А что может быть краше, чем народный костюм? Коми-народный костюм складывался веками, прежде всего под воздействием северорусского костюма, и окончательно сложился уже к концу XIX века. Женский народный костюм коми многообразен. Выделяют несколько видов женского костюма, и по месту бытования этого костюма так их и называют: ижемский костюм, печорский костюм, вычегодский, сысольский, ударский, прилузский. Женский костюм – это сарафанный комплекс, состоящий из рубахи, такой рубахи, и непосредственно из сарафана. Которые отличаются по крою, по ткани, из которого сшиты, по украшениям. Украшениями могут быть орнамент, вышивка и различные вставочки. Дополнением к женскому костюму является передник, пояс тканый или плетеный, головной убор. Ну а традиционной обувью женской, как и мужской, впрочем, является кожаная обувь кёты, которая одевалась на узорные вязаные чулки. Что касается мужского костюма, он единообразен на всей территории коми. Он включает в себя рубаху, дерем по коми, которую опоясывали поясом или же ремнем, штаны, заправляемые в сапоги, или же, опять же, вязаные узорные чулки. Праздничную одежду шили из лучших тканей, из сукна и холста тонкой выделки, а также из покупных тканей, шелковых, парчевых и так далее. А вот повседневную одежду шили из более грубых домотканных тканей, из холста и сукна.
теперь вместе полюбуемся молодежными нарядами из нашей коллекции «Этно-ренессанс», воссозданными по старинным образцам. Чарайда.